В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Сегодня в Якутске состоится финал открытого всероссийского конкурса на создание концепции главной площади столицы Якутии. В 15 часов в парке «Россия. Моя история» жюри определит победителя. В конкурсе принимали участие профессиональные организации в области ландшафтной архитектуры, проектирования, разработки концепции развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории России. По итогам первого этапа на основе портфолио и эссе из 25 заявок были отобраны 3 финалиста. О том, как проходил отбор и как будут определять победителя, мы поговорим с гостем сегодняшней программы, главой организационного комитета конкурса, генеральным директором агентства стратегического развития «Центр» Сергеем Георгиевским. Сергей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что сегодня вообще будет происходить. Это результат, финал уникального конкурса, который, собственно, подошел к своей главной черте, к жюри, на который должен быть выбран победитель, который, собственно, подготовил проект главного общественного пространства Якутии, площади имени Ленина. Задача была сложной, нужно было переосмыслить это пространство как действительно площадь-символ будущего развития города Якутска. Эта площадь много трансформировалась в своей истории, и вот, наконец, она получит решение, какое она должна быть в 21 веке. Конкурс проходил при активном участии архитекторов со всей страны. Это всероссийский конкурс. Более 100 заявок изначально поступило на него. Но и, соответственно, из тех 100 заявок, которые поступили, 25 команд дошли до жюри, потому что они подготовили полноценное предложение. Это порядка 47 компаний. То есть каждый участник – это не просто одна организация, но объединение из нескольких организаций, которые вместе разработали свое решение. Ну и вот, наконец, жюри отобрало 3 финалиста. Эти 3 финалиста разработали комплексное решение для трансформации площади, и впервые они представят его сегодня в историческом парке «Россия. Моя история», где мы увидим, как может измениться эта площадь, и компетентное жюри выберет, собственно, того победителя, который дальше будет работать уже на стадии проектирования и реализации проекта. А почему вот именно конкурс и почему в таком формате проводится? На самом деле это общий мировой тренд, это практика, которая происходит во всем мире. Общественные пространства создаются на наши с вами налоги, то есть это некое общественное благо в интересах людей. И конкурс, открытый конкурс – это способ транспарентно, понятно для всех выбрать решение. Выбор осуществляется не на вкус конкретного чиновника, органа исполнительной власти или какого-то организатора, но он происходит через судейство. Жюри – это специалисты и органов исполнительной власти, и федеральные эксперты, местная экспертиза. Там и архитекторы, и маркетологи, и экономисты, специалисты по социокультурному программированию. То есть это конгломерат уникальных экспертов, которые вместе дают вот эту публичную экспертизу. И надо отметить, что все это происходит открыто для всех жителей города, потому что есть сайт этого конкурса, который демонстрирует все, что по нему происходит, все освещается в СМИ, но самое главное, что это жюри пройдет в необычном формате. Во-первых, оно будет идти в прямой трансляции с помощью YouTube-канала и социальных сетей, и каждый без купюр сможет увидеть, как же защищаются команды, и как их выбирают, и как выберут победителя. Прямая трансляция вплоть до объявления, то есть каждый сможет наблюдать, писать комментарии, вопросы, и мы будем реагировать на них. Ну и мы в этом жюри, собственно, пригласили наблюдателей. Архитектурное сообщество Республики Саха-Якутия будет представлено, будет зона наблюдателей, где они смогут наблюдать весь процесс, следить за качеством этого судейства и в том числе перенимать опыт этой процедуры. Ведь открытые конкурсы проходят во всем мире, и именно они дают наилучший результат, ведь это открытая конкуренция, понятные правила, и таким образом достигается самое высокое качество проектирования. А кто входит в жюри и смогут ли они вообще принять правильное решение? Безусловно. Во-первых, большая честь для нас и для этого конкурса в том, что председатель жюри – это глава Республики Саха-Якутия, и господин Николаев будет открывать это жюри, и он так же, как и все члены жюри, голосует и, собственно, участвует в выборе победителя. Безусловно, здесь и мэр Якутска, и главный архитектор Республики Саха-Якутия, и главный архитектор города, специалисты из числа
числа федеральных экспертов, которые представляют, например, архитектурную школу «Марш», или такой известный эксперт, как господин Ложкин, советник губернатора Новосибирской области. Здесь огромное количество экспертов, которые объединяют свои компетенции. Представлены вузы республики, которые обучают, собственно, будущих архитекторов, дизайнеров. То есть это объединение всех отраслей, которые так или иначе задействованы в выработке решения для этой уникальной площади. И ведь действительно площадь символичная, и она заслуживает такого решения. Ну и помимо того, что есть жюри, аналитическое агентство, наше агентство подготовило техническую экспертизу, которая разбирает и анализирует все работы. Но, что очень важно, организатор конкурса не принимает участие в судействе. Он только создает условия для того, чтобы этот процесс транспарентно проходил и чтобы все было соблюдено. Есть критерии, они публичны, по которым происходит оценка. Каждый член жюри заполняет бюллетень и, соответственно, в конце подсчитываются голоса. И победитель в этот же день, сегодня вечером, там же в «России моя история», представить свою концепцию жителям. И мы приглашаем всех, кто хочет увидеть, что же было выбрано и какой станет площадь, потому что помимо того, что будет вот это открытое жюри, также для широкой общественности будет дана большая презентация, и сами архитекторы ответят на все вопросы, которые простые горожане Якутска зададут им о том, как будет выглядеть этот проект. Вот вы уже сказали, что этот процесс будет открыт, то есть в интернете, публично, то есть любой желающий может прийти сегодня. Безусловно, и это очень важно, потому что такие процессы должны быть публичными, открытыми, гласными. Люди имеют право знать и участвовать в процессе принятия решения. Это главная их площадь, она символизирует очень многое в истории этого города, уникального города в вечной мерзлоте. И именно поэтому, собственно, весь процесс будет открытым. Но и что немаловажно, в финал вошли не просто федеральные команды архитектурные, но также они объединились с местными экспертами. У нас 3 финалиста. Среди них известнейшая во всем мире компания ТПО «Резерв» и сам мэтр Владимир Плоткин прилетел сюда, автор проектов и в Зарядье, и по всей стране. Он сегодня будет лично представлять свой проект площади, но он представляет его вместе с якутскими коллегами. То же самое вторая команда – это Осадов и партнеры, известная уже и якутянам тоже компания, потому что они проектируют и здесь, и по всей стране. И, наконец, Евгений Леонов и его архитектурная группа. Каждая из этих команд нашла своего партнера в Якутии. Так они объединились с такими известными уже, наверное, здесь командами архитектурными, как «База-14», ЛСТК-проект, Якут-проект. И очень важно, что в этом конкурсе произошло объединение федеральных экспертов и местных. Это взаимообогащает друг друга. И опыт и знания, которые накоплены местными архитектурными бюро, помноженные на опыт и знания московских архитектурных бюро и архитектурных бюро, которые работают по всему миру, дают тот эффект, который, я надеюсь, сегодня всех удивит. То есть по итогу жители Якутска смогут ознакомиться с проектом победителя? Безусловно. И это жюри будет проходить еще и на фоне уникальной мультимедийной выставки. Ведь это парк «Россия. Моя история», который обладает уникальными возможностями. И наше жюри будет происходить на фоне всех проектов, которые через конкурсы или местную инициативу были подготовлены за последние несколько лет во главе с главным архитектором республики Саха-Якутия Ириной Алексеевой. И, соответственно, можно будет наблюдать не только победителя по площади Ленина, но и то, каким мог бы и будет парк будущих поколений, Аймикон и многие другие пространства, которые изменят облик города на благо жителей. А какие задачи ставились перед участниками конкурса? Участники должны были рассмотреть площадь в контексте. То есть мы говорим не просто о вот этом квадрате, который есть в центре, но они должны были учесть все связи с улицами, учесть градостроительное окружение. Они должны были обязательно уделить внимание дизайн-коду и фасадам тех зданий, которые окружают площадь. Ведь площадь – это некий комплекс. Да? Они должны были выразить свое отношение к запросам целевых аудиторий. Был проведен социологический опрос, где жители выражали свое мнение относительно того, как они видят площадь, что бы они хотели на ней делать, чего им хватает и не хватает. Все это закладывалось в решение. Решение, которое будет представлено сегодня, это не просто архитектура, но это также некая культурная программа, некое программирование этого пространства, ответ на огромное количество вопросов, которые были заданы жителями города в ходе ведения этого конкурса. Они писали нам, они заходили на сайт, и они, соответственно, выражали свое
свою активную позицию по отношению к этому пространству, которое, как мы поняли, крайне не безразлично и особенно дорого не только жителям города, но и жителям всей республики. А почему 3 финалиста команды консорциума? В данном случае нашим важным условием было то, что любые федеральные или иностранные эксперты, которые заходят на конкурс, должны были найти своего партнера среди экспертного сообщества Республики Саха-Якутия. Это было обязательным условием, потому что иначе мы считаем, что ни одна внешняя компания без местной экспертизы не способна дать решение в условиях вечной мерзлоты и уникальных экстремальных условий жизни города Якутска. Поэтому они должны были объединиться. Почему 3? Ну, потому что должен быть выбор. Все-таки должен быть выбор радикально разных подходов и видений. И вы увидите, что все 3 команды представили очень разные решения. То есть это совершенно разное прочтение того, какая это площадь и какую культуру она несет с собой, как выражение, как общественное пространство некоего города, да, республики и так далее. И в данном случае это такое преломление, внешний взгляд на то, что есть сегодня республика в масштабах всей страны. То есть это ваш первый проект в Якутии? Нет, это наш не первый проект в Якутии, и нам удалось сделать до этого целых 3 проекта. Мы работали с уникальной компанией CBM над разработкой проекта «Кангаласы 2.0», связанных с созданием ювелирно-гранильного кластера. И это была большая аналитическая работа. Мы готовили конкурс с фондом будущих поколений на парк будущих поколений. И этот проект уже облетел не только всю страну, он облетел весь мир. Уникальное бюро «Атриум», которое стало победителем этого конкурса вместе, опять же, со своими якутскими партнерами, представляет его на Всемирном фестивале архитектуры в Голландии. И мы желаем им удачи и надеемся, что и там они будут отмечены судьями. И, соответственно, это Аймикон, полюс холода, мировой полюс холода, который получил решение мастер-плана развития этой уникальной туристической дестинации. Здесь мы очень много работали с Министерством торговли и предпринимательства республики, и выработано решение. Все эти решения сегодня можно будет увидеть на выставке, которая откроется в историческом парке «Россия. Моя история». Как бы то ни было, все жители, то есть сегодня смогут поучаствовать? Безусловно, и мы приглашаем всех. Пожалуйста, приходите, потому что это будет необычная выставка. Там будет интерактивная составляющая, мультимедийная составляющая. Само жюри – это захватывающий процесс, ведь это борьба идей. Борьба идей, которые не равнодушны никому, потому что площадь все-таки это действительно уникальная. И мы приготовили сюрпризы, о которых пока не можем говорить, но в том числе мы разыскали наследников, авторов этой площади, которые ранее проектировали ее, и они обратятся с нам посредством телемоста. Сергей Андреевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, гостем сегодняшней программы был Сергей Георгиевский, глава организационного комитета конкурса, генеральный директор агентства стратегического развития «Центр», урбанист, эксперт по устойчивому развитию территорий. Оставайтесь на Якутия-24.